У здания Генерального консульства Китая в Нью-Йорке была проведена специальная акция. Активисты попытались привлечь внимание мирового сообщества на беспредел китайских властей при помощи проектора. На стенах консульства было отражено видео и аудиообращение уйгуров, чьи семьи находятся в лагерях перевоспитания. Уйгуры и сторонники борьбы за независимость Восточного Туркестана выразили свою поддержку митингующим в Гонконге с лозунгами «Сначала Восточный Туркестан, теперь же Гонконг» и призвали ООН ввести санкции против Китая. Стало известно, что за 2 недели до ареста главы МВД Урумчи Кадира Мамета был задержан Джурат Ибрахим, занимавший должность политического комиссара при полицейском управлении города. Причиной ареста стало обвинение в двуличии, превышении должностных полномочий, скрытии государственной тайны и реального количества заключенных, содержащихся в лагерях перевоспитания. Наследный принц Саудовской Аравии, по нефтяным предприятиям которой были нанесены удары, несмотря на имеющиеся американские системы «Патриот», попросил помощи у Северной Кореи. Атаки хуситов на предприятия национальной компании Сауди Арамко вызвали сомнения и вопросы о недостатках воздушной обороны страны. Учитывая, что и Южная Корея является одним из крупнейших импортеров саудовской нефти, объем которой составляет 30%, укрепление воздушной обороны жизненно важно для Саудовской Аравии. В результате взрыва на одной из лабораторий, расположенных в Сибири, произошла утечка вируса. Во время строительных работ в исследовательском центре векторальной вирусологии города Кольцово Новосибирской области произошел взрыв природного газа. По сообщениям российских СМИ, для расследования инцидента создана специальная комиссия. Несмотря на то, что в лаборатории проводились исследования таких вирусов, как Эбола, чума и оспа, российские специалисты заверили, что нет никакой утечки. Министерство иностранных дел Турции сообщило о том, что Анкара предприняла серьезные шаги для отмены шенгенских виз в отношении турецких граждан. Помощник министра иностранных дел Турции сделал следующее заявление. Согласно указу главы страны, мы продолжим принимать меры по отмене виз для наших граждан, желающих посетить Европу. Реализация последних 6 критериев при поддержке наших коллег поможет обновить процесс реформ и откроет возможности к безвизовым поездкам в шенгенскую зону.